А Илия затянул пояс, затянул и бегом впереди колесницы, перед ним прибежал еще, представьте. И кто-то, я к чему это все это рассказываю? Это пик его карьеры, это то, чем он известен, это миссия всей его жизни, это то, к чему Господь его готовил. И это настолько великое дело, вы по описанию даже. Вот он находится на пике своей карьеры, как пророк. Он сотворил чудеса Божии, то есть вот то, что вот он делал. Казалось бы, все это видят, все ему там пророк Божий, все его почитают, и всякое такое происходит. И у него уже такой опыт, и он здесь говорил, мы не можем сказать, что он не доверяет Богу. Язык не повернется вот после всего этого. Он ему верит, и он уповает на него. Вы согласны? И он помнит всегда, что Бог делал. И тем не менее, когда Изавиль отправляет какого-то человека и говорит, что царица сказала, что пусть там с ней и то будет, если она тебя к завтрашнему дню не придушит. И он бежит в пустыню, и у него наступает депрессняк. И он в отчаянии, он боится ее, и все, и силы кончились. Как вообще, что происходит-то? Что вызвало вот у Илии вот это отчаяние? Знаете, моя вот версия, мы все люди, и мы все можем на какой-то момент оторвать свой взгляд от Господа. Вы же все понимаете, что любой человек, любой, какой бы он ни был, какой бы он там ни был в вере, генерал веры, там, я не знаю, знаете, вот мы любим возводить людей на пьедестал. Но мы люди, и нам свойственно ошибаться. Это раз. И нам свойственно уставать. И любой человек, он может в какой-то момент отвести взгляд от Господа. И я думаю, это то, что произошло с Илией. Плюс, я думаю, что парень просто выгорел. Ему было просто, знаете, вот это вот все вот постоянно на пике, вот этот постоянно какой-то стресс, и он там и служил, и вот это вот он там делал, и вот это он достиг, и вот это вот все, и потом у него еще он там впереди колесницы пробежал, и мне кажется, это тоже была последняя капля. Господь дал на это силы, да, и потом он, когда приходит и говорят, а вот там царица сейчас, он думал, я сейчас лягу, и все, и буду принимать делегации почетные, которые будут славить, может быть, не так, но вы понимаете, да, отдохну немножечко. А тут приходят и говорят, что царица решила тебя вздернуть, или жизни лишить. И это была последняя капля, которая, знаете, вот соломинка, которая перебила хребет верблюда там или чего там, слона, как в пословице говорится. Это была последняя капля. Все, у него, знаете, резко. Герой веры, муж веры, творил великие чудеса. Все хорошо, он на пике славы. Или на пике своей карьеры. И здесь, как казалось бы, неужели он не верил, что Бог может защитить его от Иезавели? Да, конечно, я думаю, он верил. Но вот мы все люди. И мы устаем. И это то, что произошло с ним. И он оторвал свой взгляд от Господа в этом. Вы знаете, посмотрите на всех великих мужей Божьих. Я не знаю, там Самсон. Насколько был крут парень. В какой-то момент он там расслабился, отвел взгляд от Господа, позволил, что ему волосы подстригли, и все кончилось для него. Гидеон, там где-то, помните, как начиналась его история, там прятался в этом прессе для вина, для винограда. И потихонечку, там, помните, мы ролик смотрели, зерно колотил, чтобы как бы там семью накормить, боялся. Петр шел по воде за Иисусом, только взгляд отвел, что-то волны какие-то, и так тут же начал тонуть, да? Вы знаете, любой человек, какой бы ты ни был крутой в духе, какой бы ты духовный ни был, но у каждого может наступить такой момент, когда, казалось бы, все на тебя смотрят, и как все здорово, а у тебя сил нету.
Не то, что сил нету, а вообще как-то и жить не хочется. И все плохо. Это то, что с Илией произошло. Он, казалось бы, знаете, вот он, смотри на Бога. Но он начал смотреть вот то, что там ему Иезавель. Тяжело, знаете, когда тебя люди обещают убить, и ты знаешь, что у них намерения серьезные, да? Как-то вот не воспринимать это, тяжело человеку, по-человечески. Легко сказать, смотри на Господа. И применительно к нам, к нашей жизни. Вы знаете, мы сейчас, люди, они всегда одни и те же. Времена меняются, технический прогресс что-то решает в жизни людей, но сущность людей, она остается. Знаете, человек, он создан по образу и подобию Божьему. Бог вчера, сегодня и вовеки, он тот же. Вы знаете, я верю, что люди, что они тогда переживали, что они сейчас, сущность людей, она одна и та же. Нам сейчас также свойственно и уставать, и впадать в депрессию, и отчаяние наступает. Знаете, есть такое понятие, как синдром золотой медали. Оно применимо к олимпийцам, которые выиграли Олимпийские игры. И вообще я как бы искал, вот, знаете, у нас в России как-то, не очень это распространено. По крайней мере, так не описывают нигде. Наверное, у нас люди... Гвозди бы делать из таких людей, наверное, не знаю. Но на Западе, знаете, есть такая статистика, может, у нас статистику никто не ведет. 40% из тех, кто выиграл Олимпийские игры, после того, как игры заканчиваются, они достигли вершины, 40% из них, у них наступает отчаяние и депрессия. Казалось бы, человек на пике своей карьеры. Он только что, знаете, добился того, к чему он там стремился всю свою жизнь. Да, потому что Олимпийские игры для многих это прямо, это несбыточная мечта. Для многих сбыточная. Вот она сбывается, да? Но трюк заключается в том, что человек, это был весь смысл его жизни. Там, знаете, он несколько лет перед этим, он там тренируется, он готовится. Вся жизнь, она построена для того, таким образом, чтобы достичь вот этого результата. И когда ты его достигаешь, этот человек, знаете, и что дальше? А что делать? И люди, они, некоторые, 40%, это даже не половина, но тем не менее, это большой процент, да? Они теряются, и они впадают в депрессию, у них наступает отчаяние, и они знают, что делать. То же самое происходит с верующими людьми. Знаете, я не знаю, насколько удачный будет пример, если кто-то из вас, вы ездили на какие-то большие конференции, или вы переживали какой-то духовный подъем, может быть, не обязательно на конференции, но где-то, в группе там вы молитесь или что-то, и прямо что-то происходит в твоей жизни, и ты на конференции, ты весь такой воодушевленный, и чудеса они происходят, руки возлагают, и ты весь такой полон ожиданий, и потом ты возвращаешься домой. И наступает нормальная жизнь. Обыкновенная. И ты еще там чего-то прыгаешь и как-то пытаешься себя подогревать там чем-то, как-то, а потом тебя быт засасывает и все. И как-то. И знаете, вот этот переход, от вершины, когда ты на пике, и в долину ты спускаешься. Но это жизнь, и это постоянно происходит, и нам нужно уметь с этим обращаться. И не ты первый, и не ты последний. Я тебе скажу. Мы все мечтаем быть такими уникальными снежинками, что я такой я особенный. Но, знаете, в Писании написано, что да нет ничего нового под солнцем. Все это уже было. И не ты первый, я тебе скажу. И со своими переживаниями, и со своими чувствами. И бывали уже такие вещи. Как бы это печально для тебя не звучало. Не хочется тебя разочаровывать. Но есть в этом плюс. Если это уже происходило, и люди как-то из этого выкарабкивались, значит, есть способ. Аминь. Не надо изобретать велосипед во многих вещах. Нужно обратиться к опыту предков. Да? То, что уже было.
Итак, как нам справляться с такими временами? Как нам справляться с отчаянием? С разочарованием? С депрессией? Знаете, я бы даже перефразировал вопрос, потому что это неверующие могут так спрашивать. Но мы, как верующие, как христиане, мы должны следующим образом ставить вопрос, да? А каким образом Бог, Он выведет меня из этого? Потому что я тебе скажу, если ты будешь пытаться сам, своими силами, то там как бы, знаете, как кость ляжет. Это как вот к психотерапевтам начинают ходить. Я ничего не имею против, еще раз, да? Но когда человек, он полагается только на себя, только на этот мир, только на людей, может сработать, да, у человечества есть опыт какой-то в этом. Но только Бог может дать настоящую свободу. И у нас, как у верующих, есть вот это преимущество. Мы можем использовать и всю мудрость этого мира, но нам нельзя забывать про Бога. Ни в коем случае. И первое, с чего мы должны начинать, это с Него. Давайте посмотрим, каким образом Бог, Он помогал Илии, что Он делал. Итак, то, что мы читали, 19 глава, мы прочитали с 1 по 4 стих, давайте сейчас дальше продолжим, с 4 по 8. Итак, 3 Царств, 19 глава, с 4 стиха. «А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Внимание. «И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел Господний коснулся его и сказал ему: встань, ешь. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива». То, что мы видим, то, что Бог, Он делает для Илии. Во-первых, Он ему не мешает, Он его поощряет, Он восполняет его физические нужды. Я вижу, что, знаете, то, что Илия, он просто уже до ручки дошел в физическом состоянии в своем. Вы понимаете, о чем я? Я не знаю, у кого-то бывало такое, знаете, когда человек, он чем-то особенно христиане такое бывает. Ты делаешь что-то, ты служишь Господу, и, знаете, не хочется такой пример приводить сейчас, Смотрите, например, бывает так, что кто везет, того и грузят. Слава Богу, не у нас. У нас другая крайность, у нас вообще никто ничего не грузит, никто никуда не везет. Но часто бывает такое, знаете, классно же, человек там что-то делает и начинает его грузить. И он такой служит Господу, такой радостный. И чем все это заканчивается? Если он один там пыжится и что-то делает и делает, все заканчивается плохо. Потому что вообще все не так задумано. Никто не призван один тянуть. Потому что силы у всех, они ограничены. Да? И я не знаю, у кого-то бывало такое, знаете, ты делаешь и вроде бы там это, и люди, они оправдывают: я же Господу служу, это же как там это. И ты служишь Господу, и ты там начинаешь пропускать там или завтраки, или это, потом ты на ходу что-то питаешься, потом ты куда-то приходишь, там какие-то домашки, еще что-то, и там везде чай и булочки, и ты понимаешь, что ты за весь день только ел чай, булочки и конфеты, проходит полгода, и ты на 10 килограмм старше стал, и потом и так далее, и проходит какое-то время, и ты понимаешь, что что-то как-то встал, ножки болят, живот вырос, я ни во что не влажу. То есть ты махнул на себя ради таких вещей, да, но это твоя обязанность заботиться о своем теле. И знаете, здесь то, что с Илией происходило, он там все это делал для Бога, и с честь и слава Ему, но дошел до ручки. Смотрите, он лег под кустик. Господи, убей меня, и уснул. И Бог дает ему выспаться. Я думаю, что ангел пришел просто разбудить, потому что надо поесть.
Потому что как бы просто спать это хорошо. Надо еще питаться, да? И он его покормил, тут еще поел и опять уснул. И знаете, на самом деле классный вообще пример. Я как-то начал следовать этому тоже. У меня бывало не так много, не часто, но бывало пару моментов, знаете, я вот чувствую все. Герпес на губе, на носу, как бы что-то все плохо. Да. Дождик на улице, чувствую, меня там прямо дверку закрыл, телефон выключил и поспал. Знаете, как кто-то говорил, Даниил спал во рву со львами. Да? Иисус спал во время шторма. Спал? Петр спал в тюрьме. Какая бы ситуация вокруг ни была, не самая плохая идея просто лечь и поспать. Я вам серьезно говорю. Когда ты все знаешь, ты не знаешь, что делать, куда бежать, за что хвататься, и ты чувствуешь, что силы у тебя кончились, помолись спокойно. Выключи все, чтобы тебя, потому что если не выключить, обязательно кто-нибудь позвонит. Ну или куда-нибудь убери просто. Потом ответишь. 2 часа, 3 часа ничего не решат. Ну, или я тут спал, я не знаю сколько. И вообще, на самом деле, это один из таких, знаете, вот первых шагов, когда у тебя жуткий депрессняк, у тебя кончились силы, у тебя отчаяние. Вот просто остановиться и выспаться. Особенно, когда если вот такая вот активность была, это не самая плохая идея, я вам скажу. Проблема начинается, если ты спишь день, 2, 3. Вот это уже клиническая депрессия, да, как бы там. Но выспаться вообще нормально, покушать, это хорошо. Я верю, что Бог, он же знает наши нужды. Он понимал, что все, в физическом плане Илия, он дошел до ручки. Нужно парню отдохнуть просто. И это то, что мы должны делать. Мы должны наблюдать за собой. Если ты замужем или ты женат, ты видишь свою половину тоже. Ну, даже лошади умирают, когда их загнать. Вы знаете, она может просто упасть и все. Ну так не позволь. Скажи, что там, успокойся. Ну, не говори так, потому что это самое плохое, что можно сказать. Я уже знаю из своего опыта. Как только говоришь «успокойся», все, капец. Это, наоборот, только злит. Надо какое-то другое слово. Ну что, дыши носом, сделай шаг назад, глубже, что-то такое. Но Библия нам говорит, что Илия поспал, поел, встал и пришел к заключению, что жизнь-то налаживается, да? И на самом деле со многими мужчинами, я не знаю, как с женщинами, но это так, знаете, вот. Выспаться, поесть нормально. Встаешь и думаешь, да, в принципе, все не так плохо. Как бы, да? Я верю, что, знаете, вот это вот движение, которое есть вот сейчас вообще в мире, знаете, когда все вот заточено на то, чтобы вот там следить за своими телами, за своим здоровьем. Везде можно перегнуть палку, да? Везде можно дойти до крайности, но сама по себе идея, она неплоха, это нормально. Это гораздо лучше, чем, знаете, во все тяжкие. Есть что попало, за собой не смотреть. Вот. Но еще раз, что этот мир он упускает, самую важную часть – это Бога. Без Него, это, знаете, для чего ты создаешь культ тела? Что ты хочешь? Круто выглядеть? Само по себе оно вот как-то, я не знаю, лишено смысла, наверное. Но нам нужно понимать, что очень часто, когда ты вот доходишь до ручки, и ты уже не чувствуешь, знаете, может быть, надо на себя обратить внимание. Подождут там все и проблемы, и люди, и дети подождут. Вот если они с голода прямо сейчас не умирают.
и им там физическая какая-то вот прямо смерть не грозит, вот их жизнь, она вне опасности, да ничего страшного. Остановись, выдохни, подумай. А мы бегаем от одной какой-то деятельности к другой деятельности. И знаете, и день прошел, неделя прошла, месяц прошел, год прошел. И ты все как белка в колесе. И потом ты чувствуешь, что все, здоровье подорвано там и так далее. Еще раз, то есть первый шаг, я уже как бы с этим закончил. Хочешь справиться с депрессией, хочешь справиться с отчаянием, первый шаг – это нужно позаботиться о своих физических нуждах. Мы, еще раз, внимание, я не возвожу это в какой-то, в абсолютно, я просто вот часто видел, знаете, человек, он дошел там, не знаю, у него какие-то там планы, о чем-то мечтает, он там с постели встать не может. Вы знаете, вот помните, у нас Майк был, приезжал к нам, Майк Мар, да, вот Михаил знает. Он просто, когда приезжал в Якутске, он останавливался у нас часто, да, ну, очень часто. И вот при всем уважении, вот как бы многие вещи делал, но я видел, что человек просто не следит за своим здоровьем. Почему? Ну, потому что он вот оправдывал, например, он вообще не спал. Он спал, например, ночью сидит, я прихожу, например, в 4 утра встал ночью, он сидит за компом еще до сих пор. То есть ложится в 5, в полшестого, встает в 9, например, или в 10, понятно, ну, я не знаю, если вы так пробовали, один день еще куда ни шло. Когда это продолжается изо дня в день, и это твой ритм, вообще человеку нужно спать ночью. Вот кто работает там сутки через сутки или это, я даже не знаю, как люди это делают, но ничего хорошего в этом нету. Вообще на самом деле. Понятно, что ситуация не разная, но вот здесь я просто вижу, вот он встает там и говорит, ты, говорит, номер записал? Я говорю, какой номер? Того грузовика, который меня сбил. Ну, это он про то, как он себя чувствует. Как будто его машина переехала, понимаете? Ну, когда ты ночью не спишь, потом ты пьешь кока-колу, где в одной банке там 9 граммов сахара, ну, это капец. Как бы это... Ничего хорошего для здоровья нет. Мы имеем это знание, знаете, но нужно как-то себя ограничивать, и нужно себя заставлять спать по ночам и так далее. Ты сам этого не сделаешь. И вот я к чему это говорю, знаете, ну вы знаете, что он ушел на небо. И я верю, что он мог бы прожить дольше, если бы он хотя бы чуть-чуть уделял внимание своему здоровью. Вы понимаете, не в том смысле, что это вот потом они приезжали, у них там куча вот там БАДов всяких, там витаминки там пить и так далее. Ну, как бы классно. Наверное, тоже полезно там пить витаминки, когда уже все плохо, но, знаете, оно не особо помогает. Стиль жизни должен быть здравый. Рано ложиться, рано вставать по возможности, ну и так далее. Вы все знаете, как бы. Вот. Итак, первый шаг – это позаботиться о нашем физическом здоровье. И дальше давайте посмотрим, что же Бог сделал. То есть вот он выспался, он его накормил, все там это. И смотрите, он настолько отдохнул, отоспался, что он 40 дней потом еще шел до горы, да, по пустыне. Ну, здесь не говорится, но я верю, что Бог он его не оставил, и ангел также его кормил 40 дней. Я не думаю, что он там шел и постился. Да? С 9 стиха дальше. 3 Царств, 19 глава, с 9 по 14 стих. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? Он сказал, возревновал я о Господе Богове Саваофе, ибо сыны Израилеви оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господом, и вот Господь пройдет». Еще раз, вы понимаете, что здесь вообще происходит? Я просто прервусь, потому что, может быть, не в синодальном надо было читать, но он приходит в пещеру, 40 дней по пустыне, заходит в пещеру на горе, да, и Бог ему задает, как казалось бы, странный вопрос. Илия, для чего ты здесь? Ты чего здесь? Помните, Бог его повел, да? Как бы. И у Илии начинается истерика. Вот это все, что в нем кипело, что его гложило вообще все эти годы, он все это изливает перед ним, и он говорит,
да я там ревную по тебе, Господи, а эти все, они оставили тебя, пророков твоих поубивали, вообще всех, и еще им ищут, чтобы и меня сейчас убить, а я тебе служил, и вот это все он там вот, ну, то, что мы прочитали, да, я один остался, ну и моей души ищут, чтобы отнять. И Бог ему говорит, выйди, стань пред лицом Господа, и сейчас Господь мимо пройдет. Вы помните, что Господь, Он не показывается, да? Никто там Бога не видел там, и так далее. Он говорит, сейчас Бог пройдет мимо тебя, да? И сказал, смотрите, с 11 стиха еще, и сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господом, Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илия закрыл лицо своей милостью своею, и вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Смотрите, что здесь происходит. Вот после того, как Бог позаботился о физических нуждах, вот прежде всего, вот все хорошо, ты горишь, ты там служишь для Господа, ты можешь иметь какие-то душевные, духовные порывы и так далее. Но если твое физическое тело, оно не в состоянии, у тебя вообще ничего не будет. Никуда ты не пойдешь, никуда ты не дойдешь. Все твои души прекрасные порывы, они там и закончатся. Да? Еще раз. Нужно иметь физическую возможность куда-то пойти и что-то сделать. Поэтому нужно об этом позаботиться. Второе, он его привел на гору Божию для встречи с Богом. Да? Знаете, многие верят, что вот эта вот гора Божия Харива, ну, есть такая версия, что это та самая гора Синай, ну или, по крайней мере, это тот регион, где находилась гора Синай, где, вы знаете, Бог, Он сначала явился Моисею в горящем кусте, потом дал ему 10 заповедей. Да? Гора Божия. Особенное место для встречи с Богом. И Бог его, после того, как Он позаботился о его физических нуждах, Он повел его на встречу с собой. Да? Мысль такая пришла. Может, он правда 40 дней постился перед встречей с Господом? В Библии не написано, можем только догадываться, да? Когда Илия, он приходит туда, он укрывается в пещере, и Бог задает ему вопрос. И, как я сказал, у того истерика, да, он выливает просто, Господи, да о чем ты, в смысле, что я здесь? Ты что, не знаешь там? Ну вот я служу тебе, я там это делал, да. А меня хотят убить, всех уже поубивали, и моей жизни ищут. И я сюда вот убежал в пустыню. Что я здесь? Но Бог ему говорит, внимание, смотрите. Он не говорит ему, успокойся, да, он говорит, дыши глубже, да. Встань, выйди из пещеры, и сейчас там Бог пройдет. Будет его присутствие, да. И что там происходит? Сначала ветер мощный налетает, раздирает всю гору. Просто буря, камни летят там и так далее. Но в этом ветре нет Бога. После этого землетрясение, которое сотрясает, он говорит, в этом тоже нет Бога. Потом огонь, не знаю, там, что там было, пожары начались после землетрясения, вполне естественно, наверное, да? И в огне не было Господа. А потом дуновение, там, знаете, вот это место, оно по-разному везде переводится, как тихий шепот, дуновение ветра, где-то было, сейчас дайте-ка я посмотрю сейчас. Где-то я вообще там читал один из переводов, знаете, там как тишина была, наступила. Давайте мы посмотрим новый русский перевод, вот с 11 стиха, 3 Царств, 19 глава, новый русский перевод, с 11 по 13 стих. Господь сказал, выйди и встань на горе пред Господом. Господь пройдет мимо. И вот страшный могучий ветер расколол горы и раздробил пред Господом скалы, но в ветре Господа не было. После ветра было землетрясение, но в землетрясении Господа не было.
После землетрясения прошел огонь, но в огне Господа не было. После огня раздался мягкий шепот. Здесь переведено как мягкий шепот. Услышав его, Илия закрыл лицо плащом, вышел и встал у входа в пещеру. И был к нему голос, который сказал ему: что ты здесь делаешь, Илия? Вы знаете, нам вообще свойственно, вообще людям свойственно ожидать, что Бог, Он является вот таким драматическим способом. И да, Бог, Он часто прибегал к таким методам для того, чтобы привлечь внимание людей. То есть вот то, что происходило, когда этого вот Илия делал, на горе Кормил. Когда поливали жертвенник водою, а там вода в рве была. И то есть, понятно, что невозможно вообще ничего. И пришел огонь, и все пожрал. Несмотря на воду, все, что было пропитано. И это прямо такое, фейерверк такой, да, вот как бы, шоу. И людям часто свойственно ожидать, что Бог, Он вот такими вот способами. Ты съездил куда-то на конференцию, и там кто-то прыгает, что-то там кричит, и ты ждешь, вот Бог, вот Он так двигается. Вы понимаете, о чем я? И здесь смотрите ему. Бог говорит: выйди. И вот там ветер, а Бога там не было. Землетрясение, огонь, нигде не было. Потом тихий шепот. Вы знаете, я верю, что хочешь выбраться из депрессника, хочешь выбраться из отчаяния, тебе не нужно искать вот этих вот всех светомузыки, фейерверков и еще чего-то. Уединиться надо и услышать тихий шепот Господа. Вы понимаете, о чем Он говорит здесь? Бог, Он по-разному может двигаться. Да, Он может действовать вот таким вот образом, когда это для того, чтобы больше засвидетельствовать другим людям, которые вот там стоят и все такие: вау. Но когда ты для себя лично, тебе вот нужно, оно, конечно, впечатляет, я ничего не говорю. Но иногда нужно просто успокойся, выдохни. И там шепот просто. Бог, Он по-разному двигается, Он говорит тебе, Он тебя не оставит и не покинет, как Он сказал. Но нужно за всей этой суетой просто взять его и услышать. А что Он говорит-то вообще? Он говорит: а что ты делаешь-то здесь вообще? Смотрите, он же не считает его за Дауна, да? Или зачем он ему задает еще раз вопрос? Он его только что спрашивал: да, что ты здесь делаешь? Видимо, ответ был неправильный. И здесь Илия, он опять начинает ему вот это все изливать там и так далее, да? Успокойся. Бог, Он в тишине. Вы знаете, вот как мне, чем опасно, вот когда написано, что не сотвори себе образ Бога, да? Нам не нужно сотворять. И это не только иконы какие-то. Я вам сейчас такое, знаете, это мое личное откровение, я не настаиваю. Но когда ты в своей жизни пережил, что Бог, Он действовался каким-то подобным образом, человеку свойственно ожидать, что Бог-то вот Он так двигается. И ты начинаешь ожидать это вот так. Но я тебе скажу, что Бог, Он может двигаться вообще по-разному. И опасность того, что ты когда создал этот образ, и ты ждешь, что Бог, Он таким же образом будет двигаться в твоей жизни, а Он двигается совершенно по-другому, Он пришел, а ты: да не, это же там это. И ты бежишь, и там что-то делаешь, и у тебя там дела, у меня расписание, извини. И ты проходишь, и ты просто не замечаешь. Но нужно иметь просто вот такое состояние ожидания. Да не надо никуда бежать. Сначала от Бога получи, убедись, что Он тебя ведет, что Он что-то дает. И Он может двигаться по-разному. И есть время для того, чтобы было пламя, и было землетрясение, и ветер мощный. А есть время, когда ты стоишь один, и Он тебе лично говорит. И тишина. И это время, наверное, даже более ценное. Вот. Я читал одного прославленца и музыканта, не наш, за границей живет, пишет песни христианские. И знаете, он когда, он сам сочиняет, его песни исполняют, многие известные песни. Его зовут Рик, я не знаю, Мулинс, не суть. Просто, знаете, к нему, он говорит, что это его, он делился, он говорит, что часто ко мне люди приходят после служения и говорят:
такая песня была. Вот прямо мурашки, и вот прямо присутствие Божие, я прямо почувствовала, как вот оно было. И он говорит, а в каком месте вот песни вот именно там присутствие вы почувствовали? Вот после там этих слов и так далее, он говорит, просто в этот момент как раз вступает бас-бочка и бас-гитара. Ну и, соответственно, если стоят сабвуферы, ну понятно, там все трясется. Как бы у нас просто еще щадящий режим еще, это вас еще ждет, когда там диафрагма, она когда вот ходит от низких частот, ну да. Знаете, он такой в этом плане, он как бы, я к чему это говорю, он очень аккуратен к тому, что, знаете, вот мы не манипулируем людьми. Знаете, можно все подстроить, и у тебя там зашевелится, да, гром и молнии, там и, ну вы понимаете, да, у нас же не шоу. Ничто не заменит настоящего присутствия Божьего. И оно может быть и вот в таком вот поклонении, и когда там, и нет ничего, я не против, мы хотим сделать классный свет, и в этом нет ничего плохого, но это не самоцель, да? Цель славить Бога, цель уметь приходить в Его присутствие, и Он может приходить и во время громких песен, и во время тихих песен. Я бы сказал, знаете, вот, ну не кидайте сразу в меня камни, ну это вкусовщина. Вот кому-то одно нравится, кому-то другому, а кому-то что-то, вот, ну, меня больше вот это трогает, поклоннические песни, другого такие, понимаете. Но нигде не написано, что вот ты делай так-то, и вот там Бог, Он будет в этом. Вы понимаете? Так, что-то меня понесло уже куда-то, не туда. Я к чему, что, ну, вот положа одну руку на сердце, мы не манипулируем, мы не стараемся, вот Слава не даст соврать, ничего такого не планируем, да, цель, она поклоняться Богу. И надо иметь вот такой вот баланс, и то, что я хочу сказать, это то, что нам нужно искать Бога, не создавать какой-то образ, не ждать, вот, знаешь, не жить прошлым опытом, а вот Бог, Он приходил так, и значит, Он так и будет приходить. Да Он по-разному может. И из этого также вытекает, знаешь, у тебя свой опыт, у другого человека другой опыт. Ты ему доверяешь вообще, нет? Он верующий или неверующий? Что он по-другому переживает? Ну, доверься ему тоже, как бы имей какой-то кредит доверия. Вот он по-другому переживает. Он тоже слышит Бога? Или ты один тут, истина, в последней инстанции? Вы понимаете? Бог, Он двигается вообще по-разному. И один может переживать, когда он кричит в этот момент. Бог, Он вездесущий, вы понимаете? Кто-то на коленях стоит, плачет, его Бог касается, а кто-то прыгает и радуется, его Бог касается. Один и тот же в одно и то же время. У всех по-разному. Это зависит от тебя, от твоего состояния, что тебе сейчас надо. Поэтому не надо смотреть там с осуждением. Что мы веселые песни поем, а она там на колени встала и плачет стоит. Или наоборот, вот мы такие там все поклоняемся, а там кто-то такой, хи-хи. Ну вот как бы... Имей кредит доверия, как бы, вот его Бог по-другому касается. Понимаете? Нет каких-то правил вот таких. Бог, Он разный. Давайте дальше уже. Итак, первое. Физические нужды, когда у тебя депрессняк или у тебя отчаяние. Второе, встреча с Богом. Успокойся, услышь Его. Он не оставил, но, скорее всего, вот нужно именно в тишине. Не рвись куда-то. Вот если тебе все плохо, не надо рваться на какую-то конференцию. И что там тебя вот там коснется, там, вполне возможно, да. Но, скорее всего, знаете, это будет как еще один какой-то шаг. Ты приехал, ты опять там что-то покричал, там что-то походил. И когда она закончится, у тебя все-таки вернется депрессняк. Понимаете? Ну, скорее, я опять же не претендую ни на что, но, скорее всего, так. Нужно успокоиться просто и с Ним встретиться, услышать, что Он говорит, восполнить свои нужды, физические, а потом духовные. Делать для Бога и разговаривать с Ним, иметь общение с Ним, иногда разные вещи. Иногда мы просто что-то делаем, там, может, там уже и Бога давно нету, а ты что-то все делаешь и делаешь для Него, во имя Его и так далее. Выдохни и послушай. И следующий шаг, давайте мы прочитаем. 3 Царств, 19 глава, 15-18 стих. Нам все-таки надо часы. Сколько времени, а?
Ага. То есть я уже должен был закончить. Ну ладно, все пропускаем. Итак, третье. «И сказал ему Господь», с 15 стиха, «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила, царя над Сирией, и Иуя, сына Намессина, помажь в царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Михолы, помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих коленей не преклонились перед Ваалом, и всех сих уста не лобзали его». Вы знаете, то есть первое, Бог позаботился о физических нуждах, потом встреча с ним, он ему спрашивает: ты вообще что делаешь-то? И он там изливает, говорит: успокойся. Еще раз: ты что делаешь? Он такой, опять ему там это, он говорит: спокойно, смотри. Он ему дальше дает цель вообще, что нужно делать. То есть без цели, без чего-то, да, вообще ничего не делать, не самое хорошее время, если у тебя отчаяние. Он ему говорит, он дает ему смысл для жизни. Он говорит: у меня для тебя есть задача. И не тебе воздадут за нее славу, это будут другие люди, но без тебя эта работа, она не сделается. Ты должен пойти и помазать, внимание, интересное место Писания, там вот еще, знаете, Азаила в царя над Сирией. Сирия – это вообще языческое царство. И пророк Божий должен помазать там царя. Потом ты пойдешь в Израиле, помажешь нового царя, и вместо себя помажешь Елисея в пророке. Дальше он будет тянуть лямку. Да? И вот в этом вот его задача. И он говорит, что они потом вот разберутся со всеми там. Сначала сирийский царь будет всех там недорезанных, кто там не это, да, он их умертвит. Кто избежит, потом израильский царь, а кто нет, а потом еще и пророк Божий он докончит. И вот со всеми он разберется. Но без Елисея эта работа, она не будет сделана, да? То есть они разберутся со всеми противниками Божьими. И дальше он ему говорит, знаете, и еще. Ты вот там говорил все вот это, да? Смотри, ты не один вообще на самом деле. Вот у него там истерика, и там никого праведных не осталось, Господи. Всех побили, пророков, я тут один, и мои это ищут. Он говорит: осталось 7000 человек в Израиле, которые не поклонялись там и не целовали вот этого. Я их сохранил. Ты не один вообще, не переживай. И потом, когда он встречает еще вот этого царедворца, он ему говорил, что 50 человек я прятал, 100 человек, по 50 человек в разных пещерах по горам. Еще есть 100 человек пророков, и 7000 человек людей, которые не поклонялись и которых Господь сохранил. Поэтому, если ты думаешь, что все плохо, остался я один, истинный пророк Божий, я тебя разочарую. Но, с другой стороны, не разочарую, а ободрю тебя. Да не один ты, на самом деле. Да есть еще люди. Сохранил Господь. Не все там с ума посходили. Если вокруг все тебя, тебе кажется, что плохо, да, вот меня там все оставят. Да, на самом деле есть еще люди. Господь приведет тебе. И Он говорит, что есть для тебя задача. Возникает вопрос, для нас какая задача? Знаете, я вот просто сразу перейду. У церкви одно единственное великое поручение. Давайте мы прочитаем Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Иисус говорил в самом конце своего служения, да, уже после всего. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Еще раз, это великое поручение для церкви. Когда, вот знаете, я вот смотрю сейчас, многие церкви, они там, служителя есть какие-то, вот в связи с войной в том числе, не хочется касаться вообще, вы знаете, я всегда обхожу это стороной. И вот там кто-то начинает: я там страдаю за Господа, я там страдаю там еще за что-то. Знаете, церковь, у нее одно великое поручение. Идите и проповедуйте, и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ты за это страдаешь?
Вот ты начал кого-то крестить, и ты проповедуешь, и тебя схватили, или потому что ты преследуешь какие-то политические амбиции, там, ты непонятно во что ударился, и если ты лезешь во власть, неудивительно, что эта власть, она бьет тебя по рукам. Ну, потому что там и не за это еще убивали. Ты еще в бизнес попробуй куда-нибудь там, денег где люди делают, там вообще все сурово. Но у церкви другое совершенно поручение. Мы должны проповедовать Христа распятого. И дальше, внимание, смотрите, он что говорит. Если ты будешь так делать, я с вами во все дни до скончания века. Вот вы идите, проповедуйте, я с тобой, не переживай, все нормально. Депрессняк кончится. Позаботься о физических нуждах, встретися с Господом, успокойся. И потом помни, что есть еще что делать, есть где служить, нам нужно проповедовать. И Господь будет с тобой до скончания века. В заключение я бы хотел сказать, вот просто подвести черту вообще, знаете, вот обстоятельства, они складываются по-разному у всех в жизни. И всякое может быть. Но эти обстоятельства, они не должны диктовать то, как мы чувствуем, какие чувства мы переживаем. Понятно, что мы не можем совсем абстрагироваться от этого мира, и что вот если вокруг все плохо, это, конечно же, влияет на нас. Да, уже можно музыкантам прийти. Я уже закончил. Но, еще раз, не ситуации вокруг нас должны влиять на то, как мы чувствуем, но наши взаимоотношения с Богом. То, насколько я близко к Богу, то, насколько я сейчас с Ним, вот это должно влиять на мои чувства. Вы понимаете? При всем при этом, если ты видишь человека, и у него депрессия, у него отчаяние какое-то, знаете, я бы 10 раз поостерегся, говорить, Бог его оставил, он не с Богом, он не ходит, он там не переживает. Ты кто такой, чтобы судить? Бойся, чтобы тебе потом там не оказаться. Я тебе скажу, что у каждого такое может быть. И честно сказать, знаете, да нет таких людей, которые бы не переживали такого. Если у человека постоянно улыбка 24/7 на лице, это не означает, что у него кошки где-то там не скребут. Вы знаете? И было бы очень странно, если человек, он не переживает вот каких-то таких падений, взлетов. Это свойственно каждому человеку, но вопрос в том, как ты из этого выходишь. И позволяешь ли ты, знаете, вот отчаяние, оно может наступить, и вот здесь смотрите, буквально 2 раза поспал, 2 раза поел, помолился, там пошел, все кончилось. Это не должно уходить в какую-то депрессию на полгода, когда тебя под капельницу в больничку везут потом. Не доводи до этого. Но если ты будешь этим пренебрегать, если ты будешь пренебрегать физическими нуждами, если ты будешь пренебрегать своим духовным состоянием встречи с Богом, не на какой-то конференции, а спокойно, в тишине искать Его, в дуновении ветра, в шепоте, когда Он тебе лично говорит. И если ты, следующий шаг, не делаешь что-то для того, чтобы приближать Его Царство, что-то не получаешь, у тебя нет какого-то смысла, опять надолго не кончится, надо что-то делать, иначе будет депрессняк. Давайте мы поднимемся. Отец Небесный, Господи, я прошу Тебя, если я что-то привнес человеческое от себя, пусть это слово упадет, умрет и не принесет никакого плода. Но всякое зерно, которое было от Тебя, которое упало в сердце человека, пусть оно прорастет и принесет добрый плод. Господь, дети Твои не должны ходить в депрессии, дети Твои не должны ходить в отчаянии. Дай нам пребывать на Твоей лозе. Дай нам слышать голос Твой, дай нам приносить плод в жизнь окружающих нас людей, в свою жизнь также, Господи. Пусть будет так. Аминь. Давайте мы Господа еще прославим. Хорошо?
У меня пожелания тут особенные. Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя. Благословлю тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю тебя. Благословение вызываешь, чтоб славить мне, Где бы ни был, чтоб ни делал, я пою тебе. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя. Благословлю тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю тебя. Благословение вызываешь, чтоб славить мне, где бы ни был, чтоб ни делал, я пою тебе. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Ты можешь все мне дать, ты хочешь все мне дать, и я хочу за все тебя благословлять. Ты можешь все мне дать, ты хочешь все мне дать, и я хочу за все тебя благословлять. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Аллилуйя! Благослови нашего Господа! Мы благодарим Тебя, наш Бог! Аллилуйя Тебе! Вся слава только Тебе! Не забуду я, как Ты освободил нас, разделил моря. Это исход моего сердца. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя.
холод, мороны тут-тан, тут-ту-ту. Таңарам негені, қиыласпын кенелі. Аллилуйя, аллилуйя. Мора утур қайытты, буран атты, торатты. Аллилуйя, аллилуйя. За мной пришел в Египет, взял за руку меня, повел меня ты в землю обетования. Теперь я не забуду о делах пою твоим, вовек поглощена смерть победою любви. Ты за мной пришел в Египет, взял за руку меня, повел меня ты в землю обетования. Теперь я не забуду о делах пою твоим, вовек поглощена смерть победою любви. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя! Каждый день в победе Господа. Слава Богу за все. Слава Богу за вас. На этом наша официальная часть закончена. Хорошо, сейчас помолимся. Так у нас вообще официальная часть закончена. Добро пожаловать в следующее воскресенье в 11 часов. Пусть Господь вас благословит на эту предстоящую неделю. Еще сегодня здесь в 2 часа у нас будет собрание на якутском языке, вы знаете. У нас Анатолий будет проводить собрание, проповедовать, поэтому если кто выходит, добро пожаловать также. Я вот не знаю, у нас мы чай пьем сегодня или не пьем? Можно спуститься вниз, попить чаю, пообщаться. У нас скоро Маша приедет, которая занималась и стартанула вообще с этим чаепитием. Я верю, это прямо классное такое служение. И в какой-то момент мы тоже выйдем на новый уровень, что у нас будут не просто какие-то такие бутербродики, а будет что-то полноценное, чтобы можно было посидеть, поговорить. Все, кто-то у нас уезжает, если это, выходите, помолимся. Кто уже идет, да, спускайтесь, можете вниз, пообщаться.